الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Амма ба'д, дорогие верующие, после этого сегодня наша проповедь алямату саати, аль-а'вар даджаль, признаки конца света, также одноглазый даджал. Расскажем вам про антихриста, про даджала, дорогие верующие. Аллах субхану ва та'аля джа'ал Аллаху хади умма ахир умам. Аллах сделал эту общину последней общиной, которая будет следовать правильной религии, дорогие верующие. وَفِيهَا تَظْهَرُ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ. Этой общине будут видны признаки конца света. وَعَلَيْهَا تَقُومُ الْقِيَامَةِ. Эта община увидит признаки конца света и будет судный день. وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ. Аллах сообщает ан курби далик, приближении конца света. Это что получается признаки? Чтобы мы приготовились, чтобы не было внезапности людям, чтобы внезапно не разрушились небеса и земли. Признаки, это имеется в виду, что ты должен приготовиться. И сколько признаков перечисляется пришествием пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, из маленьких признаков конца света. Пророк Мухаммад, его пророчество было из маленьких признаков конца света. И его смерть признаков конца света, однако из маленьких. И так маленьких признаков конца света, дорогие верующие, много. Как один из признаков конца света пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ас'адун наси лука бин лука». Самые счастливые люди будут в последнее время. Отец глупый и сын глупый, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям. И также было открытие Константинополя и до этого Кудса, дорогие верующие. Однако прочитаем вам аят маленький. «Иктарабати саа», Аллах сказал, «Ваншаккал камар». Приблизился час, говорит Аллах в Коране. И так раскололась луна. Это является признаком конца света. «Вакана набию саллаллаху иза закара саа». Тогда, когда посланник саллаллаху упоминал признаки конца света, чтобы люди приготовились к концу света, его время, как было? «Ихмаррат айна». Его глаза краснели, его голос поднимался посланника саллаллаху алейхи ва саллям. «Ваштадда гадабу». И он гневался, посланник саллаллаху алейхи ва саллям, «Хатта кааннаху мундир джейш», подобие зовущему войско, то есть обращающему войску. И он говорил: «Саббахаку ва массакум». Хадис приводит имам Муслим. Также васа'аль мушрикуна набия саллаллаху алейхи ва саллям. Посланника спросили многобожники о конца света. «Анзамани киямиха». Мираран, столько много раз они спрашивали. «Яс'алунака ани са'ати айяна мурсаха», говорит Аллах в Коране. Аллах знает, что люди спрашивают пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Они спрашивают его о конца свете. Когда наступит? «Яс'алунака ани са'а». Когда будет последний день? Когда будет конец света, спрашивают они. «Айяна мурса», когда придет он? Подобие ветру. Мы же не ощущаем, как этот ветер приходит. Мы же чувствуем себя нормально. И также эти признаки конца света, когда проходят, некоторые не чувствуют их, а должны чувствовать признаки конца света, дорогие верующие. А конец света приближается каждый раз. Итак, «Вамин рахматихи», из милости субханаху би'ибади, из милости нашего Господа миров, что Он нам дает? Предвестники конца света. Внезапно забирает нашу душу. Как люди получают предвестники смерти: слабость в теле, болезнь, седина и горь на спине. Это предвестники твоей смерти. Если ты не заметил, очнись сейчас же, дорогой верующий. Итак, дорогие верующие, инхараджат фаухра аля итриха карибу минха. Если признак один уходит, последует за ним другой признак сразу же. Мы только что недавно в прошлых проповедях говорили про Иса ибн Марьям. И говорили, как посягает на честь нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Дорогие верующие,
Посягательство на одну честь из пророков – это посягательство на всех пророков, алейхиссалату вассалам, мир им всем пророкам. Итак, дорогие верующие, «Ма мин набиин илля хаддара уммата мин». Любой пророк, когда приходил, когда Аллах посылал пророка своего, они предостерегали свою общину от антихриста Даджала, дорогие верующие. «Ма ба'ат Аллаху мин набиин илля андара уммата, андара Нух ван набиюна мин ба'ди». Хадисы Бухари, достоверный сборник хадисов, дорогие верующие. Пророк Мухаммад сказал, саллаллаху алейхи, когда Аллах посылал пророку, все пророки до единого предостерегали свою общину. От кого? От этого даджала, антихриста, дорогие верующие. Итак, посланник Аллаха, пророк Мухаммад, последний пророк, послан всем людям и джиннам. До сих пор посылались пророки отдельным народам, отдельным странам посылались пророки. А теперь пророк Мухаммад завершающий Писание, то есть завершающее Слово Божье на земле. Заканчивает все. И будет конец света после него. Итак, он послан людям и джиннам, поэтому, дорогие верующие. Но если мы будем портиться, мы станем хуже, конец света приблизится. Поэтому скорейшим образом люди должны исправляться, дорогие верующие. Итак, пророк Мухаммад предостерегал, и сказано в хадисе, «Инни лаанзаркуму», «Я вас предостерегаю от него». От Даджала, хадисе Бухари приводится. Также посланник, саллаллаху алейхи, прибегает к защите к Аллаху от антихриста Даджаля. В намазе теперь. Посмотрите, посланник, саллаллаху алейхи, нас учил об этом. «Ваюаллиму асхаба», учил своих сподвижников, чтобы остерегались от антихриста Даджала. У антихриста есть последователь. Маленький Даджала называется. Маленький Даджала. Пророк Мухаммад сказал, саллаллаху алейхи, до выхода официального антихриста Даджала появится 30 с чем-то маленьких антихристов Даджалов. Маленьких антихристов Даджалов, баракаллаху фикум, дорогие верующие. «Хатта зананнаху фи тайфатин нахли». Но Вас бин Сам'ан говорит, мы думали, что даже группа, называется Тайфатин нахли, там тоже есть Даджал. Раваху Муслим, то есть один из людей. Вакан салаф, праведники наши, предшественники наши, из праведных людей, я'муруна биттадкири бихи хина ба'да хин. Каждое время, чтобы мусульмане напоминали о антихристе Даджале, чтобы не забыли. Тогда, когда они забудут об этом, тогда он и придет. Почему? Потому что осталась плохая категория людей. Худшие люди остались на земле. Тогда и придет антихрист, когда будет почва готова для него. Итак, дорогие верующие, «Мимма янбагhi ликулли алим ан ябусса ахадису даджали байна ал-ауляди ван-нисаи ва-риджал». Каждый ученый должен, богослов, ученый, должен говорить о хадисах посланника, саллаллаху алейхи, о Даджале, научить своих прихожан, научить детей и женщин, и мужчин. Большинство, кто последует за Даджалом, как мы говорили на уроках, большинство последует заблудшие и женщины. Почему женщины заблудшие? Заблудшие и так заблудились. Почему женщины? Потому что женщины не ходят на джума. Женщины не учатся много, не слушают они много. Они любят много говорить, а слушать мало слушают они. Поэтому они последуют за Даджалом легко, как один из Даджалов является, скажем, СМИ, медиа. Дальше, дорогие верующие. «Вакасурат фихи л-михан», и много будет испытаний в то время. «Вандарасат фихи ма'алиму сунан», исчезнет знание. Суннат посланника, саллаллаху алейхи, путь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, это знание. Исчезнут знания в откровении, Коран и Сунну. Единобожие будет исчезать. Вот Даджал хайюн аль-алан. Фи Дир называется местность, Даджал до сих пор живой, он находится на острове, называется Джузуль-Бахр, называется остров. Мукайяду биватакин шадид. Одна из версий Абу Тамим Дари называется версия, у него приводится, что они видели Даджала во время пророка, саллаллаху алейхи, сподвижники, до принятия еще ислама. И они его увидели. Он завязан с цепи, очень большие, сильные цепи. Он завязан, Даджал, они сказали, в этой версии, маджмуатун аля ануки.
он полностью завязан с цепи, этот даджал, большими цепями. Вахуруджу каддана, однако приблизился час его выхода. Каля ан-нафси, и он сказал, даджал, в то время, когда они видели сподвижники до принятия ислама, ва инни ушику ан юдана ли фил хуруджи. Близко мне выход, говорит. Если появился пророк Мухаммад на арабском полуострове, он спросил, появился он или нет? Да, он появился, сказали. Тогда выход мой, говорит, близок, они сказали. Раваху Муслим. Этот хадис приводит имам Муслим в своем сборнике. Также признаки ва алямату хуруджи алла юдмира нахлубы Байсан. Байсан называется местность в Палестине, Шаме, рядом с Палестиной. Называется местность, и там не будет цвести, то есть пальма не будет цвести. Ла юдмиру нахл, Байсан называется. Вая Мадинату байн аль-Хауран у Палестин. Это местность между Хаураном и Палестиной называется местность эта. Бада анканат юдмиру, тогда, когда росли, высохли эти пальмы. Вамин имарат аль-хуруджи, вамин амарат аль-хуруджи, из признаков выхода даджала, захабу маин, уйдет вода, высохнет, что? Бухайрату Табария. Бухайра Табария, это озеро Табария, находится в Палестине, рядом с Палестиной опять. Бада анкани, то есть вал'ан каллама уха, а теперь ее состояние мало воды там. Иудеи же мало думают, и они что делают? Черпают оттуда воду, пресная вода, и она уменьшается, уменьшается, высыхает. Это уже приближение конца света. Вахум фи нуксани, каждый раз уменьшается это озеро. Умин аламати, также признаки конца света, то есть выхода даджала, захабу маин айну зуар. То есть зугар называется. То есть мауль айн, это источник воды, называется зугар. Если оно закончится, то это место называется также Шами. Признаки конца света, видите, везде происходят эти большие признаки, то есть подходит к чему? Даджал это большой признак, да? Итак, эти признаки вокруг этого даджала. Итак, эти признаки опять в Шаме происходят, дорогие верующие. Когда это, то есть пройдет этот источник загар, тогда появится что? Даджал опять имеется в виду. Когда этот источник исчезнет, люди поливают, исчезает он. И так появится из признаков конца света. Откуда выйдет даджал? Откуда? Адрес откуда? И кто за ним последует, за антихристом, сказано в хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, ни ты, ни я, никто не может говорить о сокровенных вопросах. Но пророк, саллаллаху алейхи, объясняет нам, что он выйдет откуда? Из Асбахана, мин ардл Хурасан, из Ирана выйдет. Из Ирана он выйдет из Тиграна. За ним последует Аль-Ягудия, называется местность там. Аль-Ягудия, там живут иудеи. За ним последует, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, 70 тысяч иудеев. Своими талисманами черными последуют за ними. С ними будут 70 тысяч иудеев. У Даджала будут помощники. У него будут помощники, и охрана своя бывает. Итак, дальше. Он большим телом, молодой юноша, до сих пор сохранился, как в хадисе Тамим Дари. Васиуль джабха, большим лбом, то есть большое тело у него. Фиги инхина, он есть маленький горб этого даджала, антихриста. Лаху ша'рун каthир муджахад, кучерявые волосы у него, этого парня даджала. Он потомок Адама, алейхиссалам. Не думайте, что он какой-то дьявол. То есть он дьявол из числа людей. Он дьявол из числа людей, даджал. Дальше. Айнуху кааннаху айнабатун тафия. Глаз его похожи, как растертый, как говорится, сломанный и выпукший виноградник. То есть виноград. Виноград, маленький виноград. Итак, тафиятун. Захиратуль аура. Видно его испорченность этого глаза. Каля анху Тамиму Дари сказал, вакад рааху, он его видел. А'заму инсани ра'инаху кад халкат. Такого большого человека мы никогда не видели в творении из Аллаха. Большой человек.
Итак, в другом говорится, это большое создание в этом мире после Адама, алейхиссалям, большим телом. Кала посланник, саллаллаху, сказал в хадисе, «Ма байна халки Адам, иля киями саати, халкун акбар мин даджаль». Хадис приводит имам Муслим в своем сборнике. Нет такого большого создания, сказал пророк, саллаллаху алейхи, после Адама, как этот даджал. وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفاته ليعرف الناس إذا خرج. Посланник саллаллаху объясняет нам качество антихриста, когда он выйдет, чтобы мы знали. Если у тебя вера будет, если у тебя будет иман правильный, тогда ты его узнаешь. Но если у тебя не будет этого правильного основы, ты не сможешь видеть его. وأنه دجال لا رب العالمين كما يزعم. Он не является Господом миров, как он утверждает. Люди обманутся и последуют за ним. Однако у него есть свои качества. Даджал, антихрист, саяхруджу фи хади умма. Это община, когда эта община уже последняя община. И он выйдет, посланник саллаллаху сказал его качество. Бисифатин фиги лам ядкурха анбия. Посланник упомянул его качество, другие пророки упомянули так подробно, как пророк Мухаммад саллаллаху салям. Саакулу лакум фиги каулам лам якуллуху набиюн ли кауми. Я скажу вам такое слово, он сказал саллаллаху салям, до меня никто из пророков не говорил своему народу. Та'ламуна аннаху а'ван. Вы знаете, он одноглазый. Пророк Мухаммад спрашивает. Ва инна Аллаха лайса би'аван. Аллах не является одноглазым, а даджал одноглазым. Аллах не одноглазый. Посланник саллаллаху подтверждает, что у Аллаха субхану ва тааля есть глаза. Мы не знаем они какие. Мы не можем представлять, мы не можем уподоблять, мы не можем искажать, мы не можем отрицать. А должны верить Аллаху посланнику. Все. Посланник Аллаха сказал, даджал противоположно Аллаху субхану ва тааля. У него один глаз, у Аллаха два глаза. Итак, дорогие верующие, хадис приводит имам Бухари достоверно. وَخُرُوجُ فِي حَالِ خَفَقَةٍ مِنَ الدِّينِ وَإِدْبَارِ مِنَ الْعِلْمِ. Когда он выйдет еще признаки конца света, тогда, когда у людей мало будет приверженности религии, когда люди будут нерелигиозные мусульмане. Когда мусульмане оставят религиозность, они помогают выходу даджала. И также, когда они не изучают религию ислам из ильма, из Корана и сунна понимания сподвижников, они помогают выходу даджала. Когда начинают философствовать нашей религии, эти люди готовят выход даджала, сектанты. В то время будет выявляться верующий и неверующий. У верующих должна быть своя основа, своя община, чтобы других спасать, чтобы они не были приспешники даджала, которые готовят почву для даджала антихриста. А на откровениях, если мы будем возрождаться, тогда антихрист подтягивается, потому что праведное общество создается. Если в Украине будет праведное общество на Коране и Сунне, как понимали сподвижники, даджала не будет нам видно далеко еще. И в других местах также. В других местах. Ради правителя, ради денег люди готовы продать этот весь мир. Весь мир. А выход даджал — это конец света. Из больших признаков конца света. Итак, дорогие верующие, фаяддаи аннаху раббуль аламин. Этот даджал, антихрист, будет говорить, что он является Господом миров. Ваюфтану бихи ибад бима Аллах дал этому даджалу делать некоторые чудеса. Люди подумают, что это является Господом миров. И последуют люди много, как заблудших, мы сказали. И как женщин, мы сказали. Большинство женщин последует. И люди будут в то время, в хадисах некоторых сказано, они завязывают свою жену дома, чтобы она не последовала до такой степени. Свою дочку, свою сестру, свою мать завяжет, чтобы она не вышла за даджалом. Как сегодня следуют люди за даджалом. Некоторые женщины следуют за модой, оставили честь и совесть, оставили ревность своих мужчин, оставили материнство, бросают детей. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Последователи даджала. وإذا خرج فر الناس في الجبال فزعا منه. Когда он выйдет, люди испугаются. Люди будут сбегать в горы, убегать в горы. وحينها يغلق باب التوبة.
В то время, как появится даджал, сказано в хадисе посланника, саллаллаху салям, когда появится даджал, покаяние, дверь будет закрыта. Покаяние не будет приниматься за грехи, за неверие. Пока не закрылась дверь, нужно каяться каждый раз. Уюфтану бигиля ибад, как мы сказали, будут испытаны люди этим даджалом. Видите, уже признаки пошли. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи в хадисе имама Муслима, «Талатун, ида хараджна», если 3 признаки появятся, «Ла янфау нафсан иманаха, лам такун аманат мин кабл». Человек, вера его не поможет, если он не принял до выхода даджала. До антихриста, если он не принял иман, ислам, его покаяние Аллах не примет, дорогие верующие. Посланник Аллаха говорит, не приносит пользу его вера. В покаянии его не приносит пользу после его выхода. Мин кабли, оу касабат иманаха хайра. Или благие дела Аллах не примет его, если он не принял иман, ислам. Когда это? Тогда, когда солнце выйдет из заката, не с востока, как сейчас обычно, с заката будет выходить солнце. Также другой признак, даджал, когда выйдет антихрист, не примется также. Вода батуль арды. Тогда, когда появится животное земли, выйдет она из земли, из больших признаков конца света. Это 3 признаки большие конца света. Когда выйдет животное, она будет говорить на человеческом языке, это животное. Уамин фитнати, и также искушение даджала, он будет убивать человека, затем он будет его восстанавливать, оживлять этого человека перед людьми. Людям покажется, что он является Богом. Бииднилля, это все происходит по воле Аллаха. Аллах дал ему эту возможность, чтобы испытать людей, насколько они верующие. Уядрибу ахр бисайф, фаяктау китатай. Одного он отрубит пополам, зарубит пополам, на куски он, то есть на 2 половинки упадет человек. Итак, когда он убьет его, скажет он его, иди сюда. Он станет эти 2 половинки в человека обратно, и он придет к нему. Итак, другой человек, итак, он будет также перед человека пополам, и он восстановится так же, когда он скажет, ямщит, сам даджал тогда, когда он разрежет на 2 части пилой, он будет проходить через эти 2 части человека. Он скажет этому человеку, встань, он станет фаястави каима. Однако, есть тут тайна еще, как в хадисах говорится. Если этот человек заново, если он его убьет и скажет, ты ему восстанови, он не сможет этот даджал, потому что он является Господом. В хадисах говорится, Юдни, приведет он 2 человека даджал. Двух человек он закинет в огонь. Огонь, который вместе с даджалом. У него будет с даджалом огонь. Люди подумают, что это огонь ада. Это не огонь ада, не беспокойтесь, дорогие верующие. Не нужно следовать за антихристом даджалом. Если трудность этого мира, тебе кажется, даже это огонь, как даджала, да? Не следуйте за даджалами маленькими, тоже, дорогие верующие. Люди подумают, что этот даджал закинут этих 2 человек, 2 людей, адский огонь. Но однако это не адский огонь, это был рай. У него ад, а у нас он шаидом стал, попал он в рай, дорогие верующие. Иннама улакия фил джанна, фаджаннату нар, ва наруху джанна. Его ад, даджала, это наш рай. Рай попадаешь. Если ты последуешь за даджалом, как сегодня есть маленькие даджалы, как люди выбирают даджалов, если вы следуете за его адом, этого даджала, то есть если следуете его раем этого даджала, попадаете в ад, дорогие верующие. Берегите себя и свою веру. У него есть 2 реки у этого даджала. Ра'юль айни, ма'ун абьяд. Одна из рек белая, другая ра'юль айни нарун та'аджадж. Кипящий, как говорится, кипящий водоем и с огнем. Итак, قال صلى الله عليه وسلم, посланник Аллаха сказал, فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرِ الَّذِي يَرَاهُ النَّارِ. Если кто-то увидит, будет во время даджала, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пусть зайдет его в огонь. Его в огонь пусть зайдет. И посланник Аллаха говорит, «Валя югмида
وَلْيُغَمِّدَ ثُمَّ لْيُطَأْتِيَ رَأْسَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ. Закрой глаза, отпусти голову, выпей из этого его кипящего, как говорится, его огня, сказал посланник саллаллаху, выпей. Это является прохладная вода, он тебя пугает своим лжом, своей ложью. Хадис передал имам Муслим. Итак, он повелевает дождю, даджал, что полился дождь, поливается дождь. Он приказывает земле, чтобы выросла и растет земля. Он будет проходить через разрушенное место. Разрушенные города бывают, да? И там остается много, допустим, сокровищ. И он скажет, выведите оттуда свое сокровище. Выйдет оттуда сокровище. И сокровище будет следовать за этим даджалом. Он будет ходить на земле очень быстро, даджал. И посланник саллаллаху сказал, подобие ветра он будет ходить на земле. Баракаллаху фикум, хадисе Сахих Муслиме. Итак, посланник саллаллаху сообщил нам, он будет на земле 40, сказано, дней. И день один будет подобие году, другой день подобие месяцу, другой день подобие недели, другой вабакияту иями как ямина, другие дни обычные, как наши дни. Не останется ни одно поселение на земле, кроме этот даджал туда зайдет, кроме Мекки и Медины, кроме Мекки и Медины. Ее будут охранять ангелы с мечами. Яхрисунаха аль-малаика, яхрисуна, ва ида рааха ан ядхула вахида минхума, истакбалу малакум бияди сайфун, саллатан ясудду анха. Мечом он не пропускает этого даджала в Мекку и Медину. Ва ида муни'a мин ад-духуль Медина, янзилу фи сабахатил джуруфи, гурба джабаль Ухуд. То есть со стороны горы Ухуда, в Медине есть гора Ухуд, со стороны восточной части, он там остановится. То есть ударит он риват. То есть когда он будет бить таким образом, и так будут столкновения, то есть как землетрясение. Будут как землетрясения. И люди будут выходить оттуда, и именно кто? Лицемеры и неверующие. То есть сказано, как в хадисе, в Медине, те, кто скрывались из лицемеров и неверующих, они оттуда выйдут. Самые лучшие люди в свое время, это кто является? Те, кто порицает порицаемое, те, кто призывает к одобрению. Аллах сказал в Коране: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас, та'муруна биль ма'руфи, ва танхауна аль мункари». Вы самая лучшая община, выведены среди людей. Если мы не будем запрещать запретное, то люди испортятся. Когда люди испортятся, ответ какой? Появится антихрист. Когда он появится, антихрист, разрушение мира. Итак, Аллах говорит: «Та'муруна биль ма'руф, ва танхауна аль мункари». Вы повелеваете одобряем и запрещаете запретное. Ва ида макаса хауль Мадина. Он, когда будет вокруг Медины, люди будут выходить илейхи. Шабу юнкиру алейхи иддиау. Один из человек, то есть молодых юношей, скажет: я тебя не признаю, ты являешься даджалом, антихристом. Ва хайрун нас, этот лучший человек получается, тот, кто отрицал их неверие, их ложь, антихриста. А у минхиярин наси, фаякуна, самый лучший, то есть самый лучший человек в то время. Ашхаду аннака даджал, он скажет: я верю, я свидетельствую, что ты являешься антихристом. Аллади хаддатана Расулуллах саллаллаху алейхи. Посланник Аллаха сообщил нам о тебе, он скажет, как в хадисе Бухари приводится. Ва хасарату муслимин. Мусульмане потеряли большой убыток смертью пророка Мухаммада саллаллаху алейхи. Если был бы с нами пророк саллаллаху алейхи, нам было бы легко против даджала. Однако, если бы я был бы с вами, сказал посланник саллаллаху алейхи, тогда, когда выходит даджал, я был бы против него. Дунакум. То есть посланник Аллаха защитил бы свою общину от него. Привел имам Муслим этот хадис. Каждый сам себя должен теперь защищать после пророка саллаллаху алейхи его смерти.
Готовьтесь, имеется в виду. ومن أسباب العصمة منه. Самое то, что тебя защитит от даджала, это шариатские знания, исламские знания без философии, пожалуйста. بمعرفة أسماء الله وصفاته. Узнать Аллаха, его именами, атрибутами. Вот даджал а'вар, как мы сказали, антихрист одноглазый, Аллах не одноглазый. وربنا سبحانه ليس بأعور والله لا يراه أحد في الدنيا. Аллаха невозможно видеть в этом мире. Аллаха, Господа миров, нашего Творца, невозможно видеть в этом мире. Антихрист, только его можно видеть, дорогие верующие. Дальше. ربنا سبحانه ليس بأعور والدجال يراه الناس والدجال مكتوب بين عينيه. Вокруг, то есть между глаз даджала будет написано, что кафирун, неверующий. Кафара. Якрауху куллю кари. Каждый чтец Корана или не чтец, не знающий читать арабский, сможет он прочитать. Каля шейхуль ислам сказал: аль-муммину ятабайян. Верующий разъясняет. Ятабайян лаху. То есть для него бывает разъяснение. Мала ятабайян ли гайрихи. Верующий, единобожник только будет видеть то, что написано вокруг, то есть между глаз даджала, а другие не будут видеть, сказал посланник, саллаллаху алейхи. То есть, извините, шейхуль ислам, валя сайима фил фитани, что касается искушений. Валь фирару мин фитани валь иктиаду анха исмату минха. Искушение, избегать искушений, это является спасением, дорогие верующие. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал в хадисе: «Ман сами'а бид-даджали фальят'a анху». Тот, кто услышал под даджала, пусть он убегает подальше, сказал посланник, саллаллаху алейхи, остерегается подальше. «Инна раджуля яти ва яхсабу аннаху му'мин фаятби'у». Мусульмане подумают, что мусульман неверующий в то время, однако он последует за ним из-за слабости имана, из-за слабости знаний. «Мимма яб'ату бихи мин аш-шубухат». Потому что даджал столько сомнительных вопросов закидывает, чтобы этими стереотипами тебя отдалить от религии Аллаха. «Ламма яб'ату бихи мин аш-шубухат». Когда он посылает эти стереотипы, сомнительные вопросы, что становится? Человек следует за даджалом, как в хадисе Абу Давуда приводится. Вот тамассуку биддини, придерживается нашей религии, поэтому это является, дорогие верующие, спасение от даджала. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, читал какой дуа, прибегая к Аллаху за защитой. Он говорил во время намаза, до салама читал он дуа такой: «Аллахумма инни а'уду бика мин адаби джаханнам». О Аллах, я прибегаю к тебе за защитой от мучения ада. ومن عذاب القبر, от мучения могилы, ومن فتنة المحيا والمات, искушение этого мира, искушение смерти, ومن فتنة المسيح الدجال, также искушение антихриста. Я прибегаю к тебе за защитой. Хадис приводит нам имам Муслим. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал: «Алхамдулиллах, лау алхамдуль хасан, ва санау джамиль, якуль аль-хакка, ва хуя ди-сабиль». Дорогие верующие, как опасать себя от даджала? Что читать против даджала? Посланник, саллаллаху алейхи, сказал нам: тот, кто читает каждый день суратуль Кахф, первые 10 аятов, и тот спасется. Тот будет защищен от даджала. Суратуль Кахф, сура пещера в Коране. Хадис нам приводит, дорогие верующие, имам Муслим. وَإِذَا كَسُرَ أَتْبَاعَ وَعَمَّتْ фитната. Когда много будет последователей даджала, искушений в этом мире очень много будет. Янзилю Иса ибн Марьям. Мы рассказывали про Иисуса до сих пор, а теперь придет Иса ибн Марьям. Иисус придет убить даджала, чтобы спасти оставшиеся верующих людей, которые не последовали за даджалом, за антихристом. Куда он придет? Инда Манарат аль-Байда, то есть в восточной части Дамаска есть мечеть, Манарат аль-Байда называется, в Дамаске. Туда придет Иса ибн Марьям. И люди, верующие, единобожники, мусульмане, вокруг Иса ибн Марьям объединятся, сплотятся. فَيَلْحَقُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالدَّجَّالِ حِينَ تَوَجُّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ. Когда даджал будет идти в сторону Кудса, Палестины, в то время Иса ибн Марьям достигнет его. فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدْ. Место называется, входное место, Бабиль-Луд. Там он его убьет в Палестине. فَإِذَا رَآهُ الدَّجَّالُ. Когда увидит даджал самого Иса ибн Марьям, он будет таять перед ним, как говорится, соль тает перед
водой. فَيَلْحَقُهُ Иса алейхиссалям, и убьет он его бихирбатин кинджалом. وَبَعْدَ, после этого, дорогие верующие, Аллах обещал нам признаки конца света. И они непременно будут бессомненны. Такому са'а вараджуль яхлибуль, человек будет доить своего верблюда, однако то, что он подоил, не сможет он выпить до такой степени быстро. Все это будет происходить. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Вараджуляни ятабая'ани», два человека будут торговать одеждой, то есть купля-продажа одежды. Не смогут они продавать быстро, потому что признаки конца света идут очень быстро. Хатта такому саа, и так признаки будут идти очень быстро, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям. И Аллах сказал: «Иқтараба линнаси хисабахум». Пришло весть от Аллаха субхану ва тааля, что у них будет расчет. Вон фи гафлатин, они находятся в беспечности, забыли люди. Муаридун, говорит Аллах дальше, они отвернулись от этих признаков конца света. Поэтому мы делаем напоминание, чтобы мы готовились к концу света, дорогие верующие. Аля ухбирукум бима хуа ахвафу алейкум инди мина масихи даджал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе: сообщить ли вам, что я боюсь за вас больше, чем даджала? Сказали сподвижники: да. Аль-ширкуль хафи, скрытный ширк, маленький ширк, лицемерие, показуха, как сегодня некоторые мусульмане любят показухой устраивать поклонение, дорогие верующие. Аньякума раджуль юсалли фуюзайна салат. Когда он молится, старается для людей красиво это сделать. Да, он должен читать красивый намаз, но когда люди уходят, некрасиво читают. Это что такое? Показуха называется. Лема яра мин назари раджуль илейхи. Поэтому избегайте показухи, дорогие верующие. Иннама кана рия ва кадалик ли хафаи. Рия, лицемерие, показуха сказано из-за того, что она скрытная, незаметная. Ва куввата да илейхи. И сила, на самом-то деле, кто призывает. Трудно из него избавиться, потому что это является борьбой против своей души. А каждый мусульманин должен бороться против своей души, против своего эго. И мы, если не будем переживать за себя, за близких, за окружение, за города, за страны, придет даджал, дорогие верующие. Мы должны исправиться, быть лучшими, баракаллаху фикум, в наших деяниях, чтобы шайтан нас не заманул, дорогие верующие, адский огонь. Просим Аллаха субхану ва тааля прощения нам. Просим Аллаха субхану ва тааля спасения нас от этого даджала, антихриста. Просим Аллаха субхану ва тааля спасения нас от лицемерия и показухи, дорогие верующие. Просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы Аллах помиловал, простил нас всех. Просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы Аллах нам показал истину истиной, и чтобы Он дал нам последовать за этой истиной. Просим Аллаха субхану ва тааля показать нам ложью и сторониться этой лжи. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أنت خير أقم الصلاة.